Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим официальный курс валют на сегодня. Итак, по информации Центробанка России, 1 доллар сегодня стоит 73 рубля и 1 копейку. Евро остановился на отметке 85 рублей и 68 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Алмаз Эргиен-банк за 72 рубля 40 копеек, а продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 73 рубля и 2 копейки. Самый выгодный курс покупки евро сегодня также у Алмаз Эргиен-банка, это 85 рублей и 35 копеек. Продает евро по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 85 рублей и 55 копеек. С 1 октября проиндексируют зарплату ряда бюджетников. Повышение коснется сотрудников, работающих в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеослужбы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других организаций. В среднем рост заработной платы составит около 4%. Данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. День государственности Республики Саха-Якутия отмечается сегодня. Во всех районах и городах проводят уроки гражданственности, тематические и патриотические вечера, конкурсы, викторины, выставки и флешмобы. В музеях республики запланированы дни открытых дверей и экскурсии. По традиции проходят торжественные церемонии возложения живых цветов к памятникам выдающихся общественных и политических деятелей республики. В честь Дня государственности в Якутске открыли памятники. Так, в сквере по проспекту Ленина состоялось торжественное открытие памятника двум братьям, народному поэту Семену Данилову и народному писателю Сафрону Данилову. Авторами памятника являются скульпторы, заслуженный художник России, лауреат государственной премии имени Платона Аюнского Семен Прокопьев и почетный архитектор республики Алексей Самсонов. В торжественном открытии приняли участие представители руководства республики, общественность, деятели культуры, а также дочери Сафрона Данилова. Во время торжественного открытия она поблагодарила руководство республики и города, а также жителей Горного района. Ну, сегодня праздник, потому что мы ждали этот памятник 2015 года. И я прежде всего благодарна автору памятника, Семену Кирилловичу Прокопьеву и его коллегам. Но праздник, радость большая. И наша мама ждала этот памятник, но она не дождалась. И, конечно, то, что стоит памятник, это будет первое воплощение скульптурное образа братьев Даниловых. И это имеет большое значение. В этот праздничный день глава республики проведет прямую линию. Айсан Николаев ответит на интересующие вопросы якутян, а также обсудит с ведущими линии актуальные для республики темы. Трансляция эфира начнется в 19:00 на 2 языках: на телеканалах НВК Саха, Якутия-24, радио Тытим, на YouTube, страницах в Facebook и ВКонтакте обоих телеканалов. Вопросы Айсану Николаеву можно задать личным сообщением в Инстаграм-аккаунте главы с пометкой в начале сообщения «Прямая линия». Кроме того, можно будет в ходе прямой линии позвонить в студию по многоканальному номеру телефона 32 01 11. Образовательный центр «Точка роста» сегодня открылся в Жатае. Центр разместили на базе школы номер 1. Это 5 лабораторий, оснащенных передовой материально-технической базой, предназначенной для освоения программ в областях естественно-научной, технологической и IT направленностей. Сегодня в республике подобные центры открылись в ряде районов, а в текущем году начали свою деятельность 111 образовательных центров. Данный проект реализует в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. За прошедшие 2 года в Якутии были созданы 96 точек роста. В целом до 2024 года такими проектами будут охвачены все наши сельские школы и школы, расположенные в малых городах нашей республики. Ну, безусловно, точка роста – это сегодня дополнение к учебным предметам биология, химия, физика. И мы четко видим, что они сегодня способствуют ребят более углубленному изучению химии, более интересному проведению занятий, потому что в комплект идут хорошие цифровые лаборатории.
Сейчас к эпидобстановке. 191 человек заболел коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них 116 в Якутске, сообщает Оперштаб. В Мирнинском районе 9 случаев заражения, в Чурапчинском 8, в Таттинском 6 случаев, в Алданском, Верхнеколымском, Нерюнгринском и Усть-Алданском районах по 4 заболевших. Еще в 21 районе от 1 до 3 заражений лаборатории республики за сутки исследовали почти 2900 проб на ковид. Прежде всего, по настоянию Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия в ряде муниципальных образований оперативными штабами были объявлены карантины как по коронавирусу, так и по гриппу. На настоящий момент, с сегодняшнего дня, карантин и перевод на дистанционное образование был определен для школьников города Якутска. В связи с чем я обращаюсь сегодня к родителям все-таки обеспечить необходимую вакцинирование и членов семьи, и, соответственно, заботиться о том, чтобы дети как можно при необходимости первых признаков ОРВИ непосредственно обращались в учреждения здравоохранения. Нагрузка на учреждения здравоохранения выросла, в том числе и по сравнению с прошлой неделей. На настоящий момент усиляются колл-центры и, соответственно, разрешается ситуация по госпитализации. Сегодня будет количество увеличено коек в городе Якутске на 60 мест. Также увеличиваются койки в Мегино-Кангаласском улусе. В Хангаласском улусе уже увеличены койки в Нюрбинском улусе. Между тем, информация о переходе школы Якутска на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса не соответствует действительности. Главный санитарный врач республики направил в адрес руководства столицы письмо. В нем говорится о превышении эпидпорога по острым респираторным инфекциям. Сообщается, что за неделю в Якутске зарегистрирован 8171 случай заболевания ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог превышен более чем в 2,5 раза, что выше показателя предыдущей недели, почти в 13 раз. Таким образом, с 25 сентября по 8 октября все школьники Якутска учатся дистанционно. К другим темам. 33 проекта из Якутии стали обладателями грантов президентского фонда культурных инициатив. Всего якутские проекты получат почти 35 миллионов рублей. Среди победителей 19 некоммерческих организаций, 12 муниципальных учреждений, 1 индивидуальный предприниматель и 1 общество с ограниченной ответственностью. Отметим, что 14 грантов выиграли проекты из Якутска. В основном проекты связаны с проведением фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Например, будут организованы конкурс «Моя профессия. Креатив. Анимация», молодежный фестиваль патриотической песни «День героя», исторические прогулки по Якутску и другие события. Этнотуризм в Арктике. Насколько это направление перспективно и интересно для бизнеса? И сможет ли отрасль гостеприимства создать новые рабочие места для жителей северных территорий? Эти вопросы обсудили эксперты на онлайн-площадке проектного офиса развития Арктики. Какой потенциал у Якутии в этом направлении? Узнаем из следующего материала. В эпоху пандемии россияне активно осваивают новые туристические направления внутри страны. Причем традиционный пляжный отдых уже не является приоритетным. Все чаще путешественники отправляют запросы на уникальные маршруты, например, с этническим уклоном. И по мнению экспертов, Арктике в этом сегменте есть что предложить. Например, туры в стойбище оленеводов. Правда, к наплыву туристов могут быть не готовы сами коренные жители. Выходом, может быть, является все-таки создание таких культурных центров, где люди, скажем так, работают, изображая свою традиционную деятельность. Это единственный, наверное, такой выход, создание таких точек и подготовка людей, которых нужно готовить для этого, кто может работать с туристами. По мнению экспертов, этнотуризм на севере Якутии – это не массовый сегмент, максимум несколько сотен гостей в год. Сегодня местные жители для туристов выступают в качестве проводников, редко могут и у себя приютить. Чтобы стимулировать такую деятельность, специалисты предлагают вводить налоговые льготы. Пусть они зарабатывают, все деньги у них остаются. Они не так много заработают. Бюджет от них не потеряет огромную сумму. А сейчас денег, которые может оставаться у них, это будет хорошим подспорьем, и не надо будет платить налоги.
В Якутии можно развивать не только туры в стойбище. Особый интерес вызывают парки и заповедники. Но их нужно грамотно продвигать. Например, статус наследия ЮНЕСКО увеличил интерес к Ленским столбам. Причем туристы могут увидеть не только природные красоты. В прошлом году мы работали, Арктический научно-исследовательский центр работал по проекту туркластера Лена. То есть мы там писали историко-культурное обоснование, включение тех или иных проектов. И близ Ленских столбов там действительно есть очень интересные объекты, как первый железоделательный завод на вечной мерзлоте Витуса Беринга, Дерен-Кюрякский могильник, Махарадские археологические культуры позднего неолита. Чтобы развивать туризм на севере, необходимо решить еще много проблем. Создавать новые точки притяжения, улучшать уровень сервиса. И главное – это транспортная доступность. По мнению экспертов, разобраться с логистическими вопросами должна помочь малая авиация, которую тоже необходимо развивать. Максим Кардозо, Джур Березкин, Москва. 127 туристических продуктов предлагает Якутия путешественникам не только из России, но и со всего мира. Экстремальные, экологические, промышленные, духовно-культурные программы сейчас максимально востребованы в отрасли. На первом фестивале туризма в рамках форума предпринимателей республики прошли мастер-классы и конференции, присутствовали и иностранные гости. О том, что предстоит сделать, расскажет Мадина Халикова. Власть, бизнес и наука рука об руку сотрудничают в рамках создания туристической и расширить турпрограммы, создать больше мест размещения и в сложное время пандемии нарастить турпоток в республику, что стало первым шагом к реализации профильного нацпроекта, анонсированным президентом Владимиром Путиным. Те проекты, которые мы сегодня направили для включения в национальные проекты, будем прорабатывать, отрабатывать с федеральными органами, в том числе и со соответствующими структурами. Вопрос заключается в том, что упаковка данных проектов, она идет планомерно и поступательно, и проекты, они должны быть более такие рентабельные по усмотрению, допустим, тех же федеральных структур, и мы в этом направлении должны действительно очень сильно поработать. Сделать акцент на палеонтологическом туризме. Такую задачу ставят перед собой специалисты отрасли. Хангаласский район – ближайшее место к региональному центру, где можно обнаружить доисторические находки. Уже более 25 лет раскопками в песках Средней Лены занимаются школьники. И на палеонтологической конференции «Охота на мамонта» демонстрируют ископаемые, которым от нескольких десятков тысяч до сотен миллионов лет. На палеонтологическую конференцию привезли экспозиции, которым очень-очень много лет. Например, это кость оленя, также носорога, мамонта, бизона. И одна из последних находок, которую нашли в июне месяце, это череп снежного барана. Кстати, они живут и по сей день, и это уникальная возможность, чтобы узнать, чем отличалась ДНК древнего снежного барана от ныне существующего. Якутия – мировое хранилище мамонтовой фауны, и даже искушенным туристам здесь есть что посмотреть. Где будет в том числе представлены животные, которые дожили до наших времен, например, бизоны, да, и непосредственно сама флора и фауна, она предполагает для того, чтобы изучать именно этот период. И в Хангаласском районе очень многие, например, растения эпохи плейстоцена сохранились до сих пор. Проект «Парк ледникового периода» — это как раз коллаборация науки и бизнеса. Ко мне пришли академики, предложили создать научный полигон. В рамках форума состоялись мастер-классы. Гостям предложили сыграть в национальные игры, демонстрировали глиняную посуду, выполненную по старинным техникам и только вручную. Мы производим посуду из местной глины, делаем форму из наших старых посуд, получается. Пытаемся возвести в новое время. Делаем кружки, пиалки, получается. Вот национальная посуда кытыя. Вот, допустим. Тоже чороны делаем, блюда для холодца. Да. Сегодня туристам, путешествующим в Якутию, предлагают 127 разных продуктов. Сейчас вместе с федеральными структурами рассматривают возможность запуска чартеров в республику. Мадина Халикова, Джулустан Иннокентьев, Хангаласский район.
Третий Северный форум по устойчивому развитию сегодня стартовал в регионе. Центральными темами станут новая арктическая стратегия, поиск баланса между экономической деятельностью и сохранением естественной окружающей среды, главные направления международного сотрудничества, предупреждение экологических катастроф и реакция многолетней мерзлоты на изменение климата. В форуме участвуют ученые и исследователи из Европы, Америки, Азии и России, руководители российских министерств и ведомств, представители институтов развития, деловых объединений, университетского и профильного сообществ. Парк ледникового периода планирует создать в республике, передает пресс-служба Минпреда региона. С таким предложением выступила министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких. Парк будет состоять из научного полигона на территории кластера Лена, представляющего из себя реконструкции ландшафтов позднего плейстоцена. Он станет научным пространством, на котором будут проводить исследования, и одновременно с этим туристы смогут познакомиться с ровесниками мамонтов, например, с бизонами. Вторая часть парка – это тематический парк развлечений, где взрослые и дети смогут поучаствовать в интерактивных играх и покататься на аттракционах. Якутское кино снова среди призеров «Кинотавра». Во время церемонии награждения лучшим режиссером назван якутянин Владимир Мункуев, снявший драму «Нуча». «Я бы хотел сказать всем кинематографистам, давайте не бояться», сказал Владимир со сцены, поблагодарив свою команду и людей, поверивших и поддержавших его проект. В «Нуче» повествуется история, происходящая в Якутии в конце 19 века. К якутской семье подселяют русского каторжника, который быстро решает стать новым хозяином дома. Отметим, лучшим фильмом на фестивале «Кинотавр» назвали фильм «Море волнуется раз» Николая Хоберики. Укрепить здоровье через закаливание призывают саха-моржи. Они считают, что нет ничего лучше, чем купание в холодной воде. И чем она холоднее, тем крепче будет иммунитет от нападок различных вирусов. Температура воздуха плюс 3 градуса, температура воды плюс 9. Самое время открывать купальный сезон. Несмотря на то, что городской пляж не работает уже почти 2 месяца, в воскресенье он открыл свои ворота для любителей купания в холодной воде из общественной организации «Саха-моржи». В честь объявленного главой республики Года здоровья любители купания в холодной воде решили устроить заплыв под девизом «Иммунитету да, коронавирусу нет». По мнению руководителя клуба Николая Сафронеева, каждый должен заботиться о собственном иммунитете. И тогда нам не будут страшны никакие вирусы. Организм начинает сам организуется в этом холодной воде и мобилизует все свои силы, и иммунитет, как стопроцентный, начинает работать стопроцентно. Пример есть мой, когда у меня жена переболела ковидом, я не болел. А вот участники вашей группы? Тоже многие, может быть, что-то было, но они также продолжали купаться, и очень быстро иммунитет взял на себя работу и вылечились. На самом деле купальный сезон для моржей не заканчивается никогда. Однако новичкам опытные советуют готовиться вместе с природой. Начинать купаться летом в теплой воде и продолжать регулярно заходить в воду по мере ее остывания и наступления осени. А там и зимы. Именно так 2 года назад решил заняться моржеванием и Сергей Качкарев. Летом-то я всегда закаляюсь. Просто зимой начал, с октября месяца 2020 года. Потому что для иммунитета полезно. Бодрость, прилив сил, как будто кофе попил. Практически не болею, так день-два бывает так. Нормально. Конечно, моржевание не является панацеей от всех болезней, и не стоит завтра же бросаться с головой в речку. Достаточно на начальном этапе сделать утренний душ на пару градусов прохладнее. Прекрасно. И так мы каждый день. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Национальный промысел сегодня стремятся развивать по всей стране. А так, с наступлением осени башкирские бортники отправились в леса собирать мед диких пчел. Среди них и Ильдар Игафаров. Это ремесло ему передал по наследству дед, как и деревья, на которых расположены улья. Анастасия Дмитриева о деле, которое передает из поколения в поколение. Старые веревки, почерневший дымарь и глубокая признательность за древнее ремесло сбора меда диких пчел. Вот скромное наследство деда Ильдара Игафарова, жителя деревни Новомунасипово в Башкирии.
Каждую осень мужчина отправляется в дорогу вглубь лесов, где знает почти каждое дерево, и как найти в них ульи или борти. Бортям только, например, там 150-200 лет. И они, получается, все еще эти деревья живые, растут и радуют с пчелками, с медом наш. Ягафаров собрал свой первый мед диких пчел, когда ему было 13, и влюбился в эту тысячелетнюю традицию. Он решил посвятить свою жизнь старому ремеслу. Бортник поднимается на дерево с помощью керама и лянгия. То есть только в нашем Бурзянском районе такое сохранилось. Борти выдалбливают в деревьях, имеющих диаметр не менее 60 сантиметров и высоту выше 18 метров. Их обязательно выбирают поблизости к лугам и водоемам. На одном стволе могут размещаться от 1 до 4 бортей. Для того, чтобы обезопасить их от нежелательных гостей, прежде всего медведей, ульи устраивают на высоте выше 4 метров. Расположение деревьев держится в секрете. Бортевые династии на протяжении столетий передают по наследству навыки, инструменты, пчеловодческие хитрости, а также деревья. Они равносильны недвижимому имуществу. Существует и местное табу. Чужаки не должны трогать дерево, где находятся борти. Для этого на стволах стоит родовой знак – тамга. В советскую эпоху коллективного земледелия традиция сбора дикого меда была почти забыта, если бы не такие люди, как дед Ягафарова, который сохранил знания и передал их своему внуку. Отцу, получается, досталось там, например, деревья, инструменты, но он не стал заниматься, потому что время советов, там, колхозов, он сказал: у меня трактор есть, у меня работа есть, зачем мне куда-то идти там в лес, там мед добывать. Башкирия – единственное место в Европе, где сохранилось бортевое пчеловодство. По некоторым данным, этим ремеслом там занимались с середины первого тысячелетия, а возможно и раньше. Местная популяция бурзянской пчелы, которую здесь называют «золотом Башкирии», занесена в Красную книгу Республики и Челябинской области. Возвращаемся ко Дню государственности Якутии. В Доме правительства номер 1 глава республики Айсен Николаев по традиции в торжественной обстановке вручил государственные награды. Их удостоились за выдающиеся заслуги представители разных профессий и отраслей экономики, промышленности, социальной и культурной сферы. На месте работает наш корреспондент Ульяна Шагина. Уля, здравствуй. Сколько человек в этом году удостоились госнаград? Сергей, приветствую тебя. Мы находимся в зале республики, где только что завершилось мероприятие по вручению госнаград главой республики Айсеном Николаевым. Напомню, что перед вручением госнаград глава республики выступил перед собравшимися. Он поздравил всех с праздником и отметил, что исторический документ об автономии Якутии поистине стал судьбоносным для региона. Он отметил, что всех, кто сегодня находится в зале, объединяет верность профессии. Это те, кто показал истинный свой профессионализм в этот сложный год во время засухи, пожаров и пандемии. Благодаря совместной работе и работе каждого из вас республика смогла выстоять всем невзгодам, резюмировал глава республики. И выразил искреннюю гордость за каждого, кто сидит в этом зале. Но если говорить немного о предыстории праздника, напомню, что все мы знаем, что именно в этот день, 27 сентября, в далеком 1922 году Якутия получила статус автономной республики в составе РСФСР. Важным этапом становления государственности региона стало провозглашение 27 сентября уже 90-го года декларации о государственном суверенитете и учреждении поста президента. В этот же день регион был переименован в Республику Саха-Якутия. Чуть позже уже получил свои государственные символы. Это герб и флаг. В этот день, помимо вручения государственных наград, официальные лица с утра возлагают цветы к памятникам общественных деятелей на площадях и скверах. Помимо этого проходят традиционные викторины, разные игры. Конечно же, в школах и среди студентов в этом году из-за пандемии все мероприятия проходят в дистанционном формате. Вручение же высших государственных наград, я
я напомню, уже завершилась. Ее вручили выдающимся якутянам, деятелям культуры и искусства, работникам отраслей народного хозяйства, транспорта, энергетики, здравоохранения, образования и спорта. В этом году награды как российского, так и регионального уровня получили 39 человек. Это и орден Пирогова, который вручают врачам и работникам сферы защиты благополучия населения. Орден «Родительская слава» получили супруги Таньковы из Чурапчинского района, воспитывающие 8 детей. Но и огромное количество других государственных наград, среди которых медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени, медаль Луки Крымского, почетная грамота президента Российской Федерации. Кроме того, республиканские награды. Народный писатель республики, ее удостоилась наша коллега Наталья Михалева, заслуженный врач, заслуженный работник здравоохранения республики, культуры, сельского хозяйства. Напомню, всего 39 государственных наград, и их удостоились те, кто смог внести свой вклад во имя развития родной республики. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово коллегам. Уля, спасибо. С нами на прямой связи была наш корреспондент Лена Шагина. Она рассказала о вручении госнаград в День государственности республики. Ну а мы идем далее. Айхальский комбинат продолжает работы по ликвидации обогатительной фабрики номер 8. Напомним, с января прошлого года предприятие прекратило свою деятельность. Сейчас демонтируют корпус фабрики. Эти работы планируют завершить в декабре текущего года. После демонтажа территория фабрики будет засыпана скальным грунтом и проведена рекультивация земель. Параллельно демонтируют вспомогательные объекты 8-й фабрики. Полностью завершить работы по ликвидации предприятия планируют до 2026 года. Все ликвидационные мероприятия проводятся в соответствии с существующими нормативами, регламентирующие ликвидацию определенных объектов оборудования. Особое внимание во время проведения монтажных работ по главному корпусу фабрики 8 уделяется безопасности, соответственно, это во главе угла стоит, так как встречаются конструкции с большим количеством потенциально опасных элементов. А в сентябре текущего года Мирнинское управление автодорог завершило 3-летний план по асфальтированию дорог и придомовых территорий. За 3 года предприятие проложило 34 тысячи квадратных метров асфальта. Какие участки заасфальтировали и довольны ли жители качеством дорог, узнавали наши коллеги. Работники МУАДа асфальтируют поворот прилегающей дороги, которая ведет на Рудник Интернациональный. На всю работу уйдет 3 дня. Это последний объект в этом сезоне, который заасфальтируют. Асфальт пока положат только на повороте. Это такой эксперимент. Дорогой пользуются не только легковые машины, но и большегрузы. Работникам важно понять, как асфальт поведет себя под большегрузами. Если асфальтовое покрытие на этом участке в зиму проявит себя стойко, заасфальтируют всю трассу. Сезон дорожных работ в Мирном начинается с мая и заканчивается в сентябре. В эти месяцы погода самая подходящая. 3 года назад Мирнинское управление автодорог купило новый асфальтобетонный завод. Старое оборудование 1964 года сменил английский «Паркер». Он производит 80 тонн сырья в час. Одно из преимуществ – экологичность. Уже 3 года жители поселка Верхний не наблюдают клубов пыли и производственного дыма. Еще один плюс – полная автоматизация. Раньше специалист по секундомеру в ручном режиме открывал все задвижки, следил за качеством смеси. Понятное дело, это очень психологически было тяжело, очень напрягало, люди уставали. Сейчас это все, за всем следит автоматика. В этом году работники МУАД завершили 3-летнюю программу асфальтирования. Ее разрабатывали с городскими властями. Всего за это время асфальт уложили на 34 тысячах квадратных метрах города. Для сравнения, это площадь 9 футбольных полей. Сюда вошла дорога по улице 40 лет октября от шоссе Кирова до проспекта Ленинградский. Ямочный ремонт сделали на Советской, шоссе Кузакова. Заасфальтировали внутриквартальные улицы, не обошли стороной и отдаленные микрорайоны. Теперь жители Заречного и Верхнего поселка могут не бояться за свои шины. Сначала просто постелили. Начали все гонять. Кошку сбили у нас насмерть. Потом эти сделали. Лежачие полицейские. То, что заасфальтировали, хорошо. Но насчет качества я сомневаюсь.
А оценить качество можно будет уже следующей весной. Морозы проверят на прочность асфальтобетонную смесь. Сейчас городские власти разрабатывают новый план по асфальтированию городских территорий. В него войдет, например, обустройство пешеходных дорожек. Анна Брянская, Алексей Меркулин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Немецкие избиратели голосуют на всеобщих выборах в Бундестаг. Впервые в текущем столетии в них не участвует Ангела Меркель. Еще 3 года назад она объявила, что уходит из политики. Ее партия ХДС и родственная ХСС в Баварии незначительно уступали по опросам. Основные кандидаты на пост канцлера – христианский демократ Армин Лашет и социал-демократ Олаф Шольц. Конкуренцию им пытается составить лидер «Зеленых» Анна-Лена Бербак. На выборы, как на праздник, нарядились жители городка Бенедиктенбойерн в Баварии. На женщинах традиционные платья и шляпки с помпонами, известные как боленхут. На мужчинах короткие кожаные штаны ледерхозен. Юг Германии, как правило, поддерживает консервативный христианско-социальный союз. Йозеф Майндль симпатизирует политикам, идущим прямым курсом. Я голосую за тех, кто не слишком колеблется. Чересчур многие выбирают кружные пути. В других федеральных землях сторонники такой политической ориентации голосуют за христианско-демократический союз уходящего канцлера Ангелы Меркель. Правых ведет ее потенциальный преемник на посту главы правительства Германии Армин Лашет, премьер-министр земли Северной Рейн-Вестфалия и председатель ХДС. Поскольку гонка очень конкурентная, каждый голос имеет значение. Сегодня говорят не политики, а избиратели. В демократической стране такой день самый важный. Журналисты обратили внимание, что Лашет неправильно сложил свой бюллетень. При желании можно было увидеть, какой он сделал выбор. Олаф Шольц, председатель СДПГ и министр финансов в кабинете Меркель, рассчитывает избавиться от приставки «вице» в названии одной из своих должностей. Прекрасный день. Погода – добрый знак. Надеюсь, что как можно больше граждан придет на участки и сделает возможным то, что уже на горизонте. Хороший результат для СДПГ, который позволит мне стать следующим канцлером Германии. По прогнозам, ни одной из двух крупнейших партий не удастся единолично сформировать правительство. Кто бы ни стал победителем, должен будет вступить в коалицию с «Зелеными». Их лидер Анна-Лена Бербак теоретически имеет шансы стать канцлером, но, скорее всего, займет не главный, но важный пост в исполнительной власти на федеральном уровне. «Конечно, мы рассчитываем получить больше голосов, чем нам сулили опросы», заявила она. «Тогда Германию будет ожидать новое начало». «Зеленые» совершили мощный рывок во время нынешней предвыборной кампании, однако им не удалось убедить баварца Франца Бадера. На мой вкус, «Зеленые» слегка перебарщивают, поэтому я голосовал за партию, которая их немного притормозит. Я ничего не имею против защиты климата, но Германия не справится с этим в одиночку, слишком дорого. Ни одна из традиционных политических сил не готова вступать в альянсы с ультраправой альтернативой для Германии. Та рассчитывает стать в новом Бундестаге сильной оппозицией. Нехватка горючего заставила некоторые автозаправочные станции в Британии ограничить продажу бензина и дизельного топлива. Одна из причин дефицита – нехватка водителей большегрузных машин, в том числе заправщиков. Власти пытаются решить проблему, возникновения которой многие британцы связывают с Брекситом путем выдачи кратковременных виз для водителей иностранцев. Длинные очереди из автомобилей стали привычной картиной на многих автозаправочных станциях в Лондоне. Там, где нет верениц, ожидающих возможности заправиться, нет и товара. Часть АЗС ввела нормированную продажу бензина и дизельного топлива. За один раз можно залить горючего на 30 фунтов, то есть плюс-минус 21 литр. Ситуация в Англии тяжелая, говорит немец Хайнц Шиллинг, но в будущее он смотрит с оптимизмом. Я не волнуюсь, ведь очевидно, что все решится рано или поздно. Решение должно быть найдено. Так продолжаться не может. Другие, ожидающие в очередь на заправку, считают, что проблему породил выход Британии из ЕС. Если хочешь быть политиком, нужно уметь прогнозировать. Им следовало предвидеть такую ситуацию, когда затевали Брексит. Проблема не в водителях.
Это результат Брексита. Если честно, это, видимо, именно то, за что голосовали люди с севера. Все, кто голосовал за Брексит, там на севере, жаловались, что иностранцы отнимают их рабочие места. Британское правительство анонсировало перечень мер, призванных урегулировать топливный кризис. В их числе особые визы для иностранных водителей большегрузных автомобилей, включая заправщики. Министр транспорта Грант Шапс уверяет, что в стране достаточно горючего и призывает соотечественников за рулем проявлять спокойствие и заправляться как обычно. По словам главы Ассоциации владельцев бензоколонок Брайана Мадерсона, на нефтеперерабатывающих заводах и в хранилищах топлива хватает. Его некому доставлять в розничную сеть. Ожидается, что временные визы получат 5000 иностранцев-водителей автоцистерн. Вулканическая активность на острове Ля-Пальма Канарского архипелага усиливается. Пожарные вынуждены отступить по соображениям безопасности. Власти распорядились об эвакуации жителей еще нескольких населенных пунктов. Нарастающая активность вулкана в горной гряде Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма Канарского архипелага заставила пожарных отойти на безопасное расстояние. Власти приняли решение эвакуировать жителей еще 3 населенных пунктов. Экстренные службы поначалу рекомендовали людям не покидать свои дома, чтобы не подвергаться воздействию вулканической пыли и других выбросов, но затем сочли необходимым провести эвакуацию из-за возросшего риска. Пока не поступало данных о травмах и фатальных случаях, но к этому времени под угрозой находятся 15% банановых плантаций, урожай из которых составляет важную часть местной экономики. Как сообщают испанские источники информации, на склоне вулкана образовался новый разлом, из которого извергаются потоки лавы. По данным Института вулканологии Канарских островов, облако токсичного газа и пепла растянулось в небе на 4 километра. Оно дрейфует на северо-восток в направлении Средиземного моря и материковой Испании, передает Национальное метеорологическое бюро. Специалисты не берутся предсказать, как долго продлится нынешнее извержение. Предыдущее произошло полвека назад, в 1971 году. Продолжительность прежних подобных событий составляла от 24 до 84 дней. Власти Колумбии конфисковали около 3500 акульих плавников, которые контрабандисты намеревались переправить из Боготы в Гонконг, рассказывает Сергей Берец. Таможня и полиция Колумбии сорвали нелегальную поставку крупной партии акульих плавников из Боготы в Гонконг. О контрабандном грузе властям сообщила транспортная компания. Несопровождаемые упаковки прибыли в аэропорт столицы страны из города Рольданильо в департаменте Валья-дель-Каука, рассказала министр по делам охраны окружающей среды Каролина Урруита. По ее словам, полицейские эксперты взяли образцы, чтобы установить, каким видам акул принадлежали плавники. Впрочем, известно, что в колумбийских водах водятся 3 вида этих рыб. Она напомнила, что контрабанда и браконьерство находятся вне закона. Как полагают специалисты, количество конфискованных плавников, около 3500, дает основание предположить, что для их добычи были убиты от 900 до 1000 акул длиной от 1 до 5 метров. Переносимся назад в Якутию и завершим выпуск информации о погоде. Сегодня в Ленском, Алекминском, Алданском и Нерюнгринском районах штормовое предупреждение. Ожидается дождь, мокрый снег, местами сильный. Будьте осторожны. Что касается информации в целом о погоде в крупных городах Якутии, так, в Алдане сегодня дожди, возможно, со снегом. Температура воздуха +8, вечером +7 и ночью +4. Ветер сильный от 4 до 12 метров в секунду. В Нерюнгри тоже непогода, дождь со снегом, днем +10 градусов, порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Вечером тоже дожди, +6, ночью +2. В Ленске ожидается снегопад вперемешку с дождем в течение всего дня, +1 градус. Ночью температура опустится до 0. Сильный ветер от 4 до 12 метров в секунду. В алмазной столице картина похожа с Ленском. В Мирном сегодня +3, временами дождь, возможно, со снегом, ветер от 7 до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов.
И в столице республики сейчас солнечно, днем переменная облачность, плюс 10 градусов, ночью похолодает до плюс 3, ветер от 4 до 10 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом пока вся информация. Спасибо, что ближайший час провели вместе с нами. Всего доброго и до свидания.